1 по 30 октября 2020 года в России пройдет перепись населения. Она станет не только третьей по счету в новейшей истории России, но похоже, что станет и самой уникальной. Впервые в истории России в графе «национальность» можно будет указать различные варианты. Для этого разработчики этой анкеты даже оставили чуть побольше места. То есть теперь у нас в России, к примеру, будут проживать не только татары, русские или чуваши, а такие национальности, как рустаты или татрусы. Все зависит от того, человеком каких национальностей ты себя ощущаешь. А если ты в равной мере знаешь язык и культуру отца и матери, ты любишь и лоялен не только к отцу и к матери, но и к украинской, и к русской культуре, или к русской, или еврейской, или татарской, или чувашской, ты что, не можешь быть, что ли, одновременно русским и евреем? Кто сказал? О термине «размытая идентичность» в России заговорили несколько лет тому назад. Еще накануне переписи 2002 года Валерий Тишков был одним из главных идеологов принципа двойной или даже множественной идентичности. И через 18 лет этот принцип, похоже, что будет воплощен в жизнь. Вот ты можешь быть, с одной стороны, как будто бы татарином, а с другой стороны, как будто бы русским. А может быть, еще кем-то. Но мне-то кажется, что это вообще когнитивный диссонанс. И попытки сейчас нам внушить, что все, что говорили нам родители, все это неправда, а что на самом деле сейчас вот умные дяди нам скажут, что мы на самом деле не татары, а какие-то русско-татары или татаро-русские, татрусы какие-то, то это все, мне кажется, от лукавого и подмена науки или прикрытие науки весьма серьезных политических целей. По мнению ученых, посчитать действительно, сколько реально татар живет в России, не удавалось еще ни разу. С каждым разом обрисовать реальную этническую картину становится все сложнее. Каждый раз появляются люди, желающие раздробить на кусочки единый, по сути, этнос. Так, во время последней переписи 2010 года московские этнографы предложили отдельно зафиксировать крещенных татар в отдельную этническую группу – кряшин. Им сверху, видимо, было виднее. А теперь вот и новый поворот. Эксперты в Татарстане выделяют сразу несколько проблемных регионов. Башкортостан, Астраханская область, но наибольшие опасения представляют регионы Сибирского федерального округа. В частности, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Тюменская и Томская области, где ситуация с самоопределением татар во время переписи 2020 года может оказаться под влиянием неких сил. Здесь есть опасность того, что многие воспринимают место проживания в качестве некой идентичности, поскольку не знают вот этих научных споров о том, кто такие сибирские татары, никто такие. Они просто считают себя, раз живем в Сибири, наверное, сибирские. Потому что в Казани-то живут казанские. Но же казанские татары не называют же себя казанские татары. Все просто татары. Если мы посмотрим русских, то они проходят как единое. Там нет ни поморов, ни казаков, ни колымчан, например, там. Ничего этого нет. А вот татары нашинкованы в мелкую, крошку. Те года, когда, из Москвы приезжали с института, зам ректора института, нас хотели делить на мишар, на типтар, на сибирских, на астраханских, крымских татар хотели разделить. Так разъединить, и чтобы мы разобщенные были. По данным последней переписи населения в России, в 2010 году проживали 142 миллиона 860 тысяч человек. Русских более 111 миллионов. Татарами записались более 5 миллионов человек. Башкирами более 1,5 миллиона человек. А чувашами 1 миллион 440 тысяч. То есть татары 10 лет тому назад представляли вторую по численности нацию. И по мнению ученых, такое искусственное деление второй по численности нации – это уже отнюдь не национальный вопрос. Необходимо во что бы то ни стало отстоять единство татар и показать, что мы в России занимаем важные позиции, в том числе как чисто демографическая масса. Пока татары будут находиться на втором месте в Российской Федерации по численности, всегда можно будет сказать, что это татарско-славянская цивилизация или тюрко-славянская цивилизация. И вот для этого нам надо отстоять наше единство и показать, что мы имеем прочные позиции.
Сохранять свою национальную идентичность татарам, проживающим вдали от своей исторической родины, намного сложнее. Соотечественники, собравшиеся на этой неделе в Казани, на расширенное заседание Всемирного конгресса татар, сетовали на влияние внутренних и внешних факторов. Согласно переписи 2010 года, из более чем 5 миллионов татар, более 1 миллиона тогда уже указали, что не владеют родным языком. То есть 1/5 часть татарского народа 10 лет тому назад уже не понимала и не могла общаться на языке своих предков. И если учесть тот факт, что за последние 2 года система национального образования в России претерпела колоссальные и, как отмечают эксперты, губительные для родных языков изменения, носителей татарского языка отнюдь не стало больше. Сегодня мы хотим, не хотим, уже наши дети почему-то больше прислоняются к русскому языку. Я сам родом из России, Тюменской области. Извините, в моем выдающемся ауле, где федеральный сабантуй проводился, в школе татарский язык обучается как факультатив. Друзья мои, это же нонсенс. В Свердловской области проживает официально по переписи 147 тысяч татар. Сократили по количеству людей нас намного больше. Но язык теряете, да? Язык теряем. Это наша большая проблема. Национальный язык, мы понимаем, что это основа всего. В школах, в связи с этим законом мы, конечно, очень сильно потеряли такую платформу, нашу почву. Безнең өлкәбездә 150 мең татар яши. Менә безгә татарлыкны саклап калыр өчен бүлешергә кирәкми. Татарлар, анда безнең татарлар, имеш мишерләре дә бар инде, без татар халкы, татар дип без язылырга тиеш. И все же стакан наполовину полон, а не пуст. Перепись хоть и вызывает беспокойство в национальных кругах, но причин для паники быть не должно, если сами татары не захотят дробиться на группы и подгруппы и указывать свою двойную или же множественную идентичность. Перепись, как известно, процедура добровольная. Нужно просто прислушаться к себе. Эльзира Юзаева, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.